Сборная Республики Башкортостан по легкой атлетике готовится выступить на чемпионате России в Екатеринбурге. Каковы шансы наших спортсменов, поговорим сегодня в программе интервью. Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Альберт Газизов, тренер спортшколы Олимпийского резерва Стерлитамак. Альберт Альгизович, здравствуйте. Добрый день. У нас сегодня с вами очень чудесный повод для встречи, для обсуждения. Это то, что наша сборная республики выступит на чемпионате России в Екатеринбурге. Навскидку, каковы наши шансы? Здесь каждый выступает в своих дистанциях, поэтому у каждой свои задачи. На сегодняшний день у нас спортсмены подготовлены неплохо, поэтому мы надеемся быть ближе к призовым местам и также взять места призовые. Задача нашей команды попасть в этом году в состав сильнейших, который будет проходить в Челябинске, это Спартакиада народов России. Но я знаю, что очень успешно наши спортсменки выступили именно на забеге в Казани. Причем некоторые даже на дистанциях, которые не их коронные. Я бы не сказал, миля, она традиционная дистанция, такая, она проходит в основном за рубежом. Наша страна тоже начала проводить эти соревнования, уже она и зимой проходит в манеже миля, и летом по шоссе. Наши спортсмены уже в прошлом году, Андрющенко Светлана была вторая зимой, в этом году Вахитова Резида была бронзовым призером чемпионата страны, город Оренбург. И вот летом они выступили в Казани. Все мои ученицы, это Светлана Андрющенко, Дина Габдуллина и Резида Вахитова, заняли все призовые места на этих соревнованиях. Ну, причем были какие-то трудности, да, я насколько понимаю, у Светланы Андрющенко подножку соперницы подставила? Ну, это в каждом старте такое происходит. Надо просто повнимательно на старте быть. Это не только вина соперницы, и вина тоже Светланы тоже есть. Надо стартовать всегда или смотреть, или быстро начинать бег, чтобы никого не задевать и тебя, чтобы не задели. Надо лучше первый поставить подножку. Ну, не знаю. Как в целом прошла подготовка и отбор в состав команды? Честно говоря, у нас команда давно уже определена. У нас есть лидеры, которые всегда едут на чемпионат России. Они уже и зимой у нас и сборы были под них, и летом подготовка шла отдельно, скажем так. Вот есть у нас Батыршин, который готовится, он сегодня находится в Кисловодске, в Среднегорье. Он оттуда приедет. Значит, Яншаев, очень сильный спортсмен, город Нефтекамск. Бирская школа прыгунов очень сильная. У нас всегда выходят чемпионы, призеры наших соревнований, чемпионатов России. И на сегодняшний день наш воспитанник Данил Лысенко занимает в рейтинге в мире первое место по прыжкам в высоту. Поэтому у нас сильная школа. И, конечно же, наша школа на средней дистанции тоже очень сильная. Светлана Андрющенко является членом сборной команды России в первым составом. Дина Габдуллина тоже член сборной команды России. Но остальные пока так близко тоже уже к этому подходят. Ну, подготовка прошла хорошо. Тренировались, подготовились. Вот уже завтра выезжаем на соревнования. Альберт Альгизович, вы не первый десяток лет в башкирском спорте, в легкой атлетике. И согласитесь, что всегда спортсмены как тренировались? Тренировались с прицелом попасть на Олимпиаду. Мы были лишены этого несколько лет. В принципе, и сейчас у легкой атлетики не все так гладко складывается, да, несмотря на рекомендацию МОК, тем не менее, не все международные федерации по видам спорта идут навстречу. Вот это как-то повлияло на развитие легкой атлетики? Ну, давайте на примере нашей республики. Ну, конечно же, повлияло, но мы смотрим по-другому. Я своим спортсменам тоже говорю, на этом мир не заканчивается. Я говорю, вот смотрите, мы тренируемся, значит, надо выступать. Каждый тренер своих спортсменов ведет к соревнованиям, то есть к основным стартам через разные пути. Кто-то через тренировочный процесс чисто и выступает на основном старте, а кто-то через старты. У нас есть в России на сегодняшний день очень много стартов. И мы, лично мои спортсмены, мы проходим через старты. Мы очень много стартуем, поэтому и мотивация такая, что вот я говорю, вы выступаете, тренируетесь в Башкирии. Я говорю, у нас есть рекорды Башкирии. Для начала побейте рекорд Башкирии, а это результат мирового уровня. 2 минуты, то есть 3,58, 1,59, вот если средней дистанции взять.
Там, у мужчин тоже там Айрткулов бежал 1:45. Пожалуйста, равняйтесь на них, которые раньше люди бежали, которые спортсмены. Побейте их рекорды, потом уже дальше будем смотреть. Может, и мир поменяется, станет в нашу сторону. Такая шикарная мотивация. Вот вы, конечно, тренеры, да, это всегда и психолог, и вы тоже нашли такой подход для спортсменов, что это действительно такой момент, что нужно побить сначала рекорд Башкортостана, который насколько уже держится? Более 20 лет уже рекорды держатся. Есть к чему стремиться? Конечно. Это Каледина, это Сипанова Надя, это, ну, как бы еще Айрткулов, Анохин Виктор. Ну, как бы много спортсменов, которые раньше бежали очень быстро. Альберт Ильгизович, расскажите о международном спорте тоже поговорим, потому что, тем не менее, мы же стремимся выступить. Вот, насколько я понимаю, Федерация легкой атлетики не открывает двери для российских спортсменов. Как думаете, почему, какие там перспективы? Перспективы есть. Мы надеемся, что Олимпиада в 2028 году будет в Америке. Я думаю, что наши спортсмены, даже если не все, но выборочно туда поедут. Я надеюсь на это, я это вижу. А так, пока у нас в мировой легкой атлетике есть президент Кое, Себастьян Кое, который, как бы он англичанин, он, конечно, стоит против нас. Это политика европейского уровня, и поэтому он против нашего спорта российского. Поэтому вся причина, я думаю, что именно пока кроется в этом человеке. То есть персоналии порой вставляют палки в колеса? Конечно, конечно, конечно. Вот. В новостном выпуске мы видели видеосюжет, репортаж из Центра спортивной подготовки, где как раз вот девушки, которые отличились на соревнованиях в Казани, тренировались. Сейчас пока где тренируетесь? ЦСП имени Баталовой? Да, мы только там тренируемся. К нашему счастью, что стадион отдали полностью под нас, и мы в любое время, там утром, вечером, в любое время заходим, тренируемся, для нас создают условия, там, ну, это очень хорошо, как бы, и стадион находится в доступном месте со всей стороны, как бы, в любом подъезде, как бы, подъезд к стадиону очень хороший, так бы, можно доехать, приехать, там, как бы. Единственная причина есть, что площадь открытая такая, стадион открытый, и немножко ветер гуляет, тяжеловато тренироваться, но так в основном хорошо. Но, тем не менее, мечты о своем манеже, вы еще с этой мечтой не прощаетесь? Ну нет, конечно, мечта, конечно, она и мои тренера мечтали, я мечтаю, мои ученики мечтают, но, скажу честно, когда я был депутатом в Курултае еще, мы встречались с главой республики Ради Фаритовичем, и Ради Фаритович лично обещал, что он построит манеж для нас. Это зависит от одного человека. Это вот есть глава республики, который отвечает за большие проекты. Вот один из проектов это манеж. Манеж с гостиницей и корпусом учебного заведения училища Олимпийского резерва. Это как бы большой комплекс, это как бы сумма на около 9 миллиардов рублей. И уже проект готов, то есть экспертизу прошли, земля уже выделена под строительство, уже как бы то есть ждем финансирования, когда начнется строительство. Какие перспективы в этом вопросе, как думаете? Ну, у нас республики строят крупные объекты, давайте согласимся, будем откровенны, это центр борьбы, центр фехтования. Да. Вот, и легкоатлеты, насколько я понимаю, центр гимнастики появился, это тоже для нас достижение. Да. Ну и теперь дело за легкой атлетикой, королевой спорта. Ждем. Альберт Ильгизович, если вернуться вновь к чемпионату России, насколько будет серьезная конкуренция? Да, конкуренция будет она сильная. Мы уже знаем, несколько лет выступаем на соревнованиях уже. Я сам лично вот вожу своих ребят и девочек, мальчиков вожу на соревнования. Уровень он очень высокий. Как бы спортсмены на самом деле очень серьезно готовятся. Это мы видели из выступлений на братьях Знаменских, где был международный старт, где приехали спортсмены из-за рубежа и пробежали 1500 метров в районе 3:55. И для нас это была очень хорошая мотивация. И наши спортсмены не подвели и тоже были близко к 4 минутам. То есть на международном уровне мы все-таки выступали для того, чтобы вот с соперниками... Конечно, выступаем. И мы в прошлом году вот на миле выступали с зарубежными спортсменами. Вот и здесь на Знаменских
где более 20 стран приехало к нам. Выступаем. Вы отметили, что Бирская школа прыгунов традиционно в числе лидеров, да, спортсмены входят. Есть те, кто может приблизиться к Данилу Лысенко. Ну, Тыченкин, да. Вот сейчас у нас Матвей Тыченкин, он растет, развивается. Он уже сегодня уже прыгает около 2,20 тоже, то есть 2,30 тоже прыгает. Поэтому он очень близок к Данилу. Ох, что творят бирские яблоки. Да, да. Бирские ребята, они молодцы. Там такие тренера, конечно. Просто, я думаю, наша страна завидует, что у нас есть такая школа. Альберт Ильгизович, а какие-то еще спортсмены из других городов вошли в состав сборной? К нам? Угу. Республики? Нет, только мы, наши свои. Да, то есть из других городов есть Уфа и другие. Да, из республики. Да, конечно же, есть Нефтекамск, есть вот Стерлитамак, есть Уфа, есть Бирск, есть у нас Учеле, есть Мелеуз, да, многие города там. Угу. То есть легкая атлетика сейчас у нас так развивается. Да, развивается. Альберт Ильгизович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, какие перспективы нас ждут, что мы готовимся к чемпионату России. Еще более отрадно, что у нас и в Бирске замечательно продолжаются дела, что у нас есть Матвей Тыченкин, да, что у нас, в принципе, несмотря на все сложности, которые нам создают на международном уровне, башкирские спортсмены продолжают так активно выступать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это была программа интервью. Сегодня говорили о развитии легкой атлетики в республике. На наши вопросы отвечал Альберт Газизов. Это тренер спортивной школы Олимпийского резерва Стерлитамака. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.